Физика– наука точная, впрочем, как и математика. Тут никто не спорит, но послушав лектора Московского физико-технического института, можно узнать, насколько это богатая, полная подводных камней дисциплина. А эти формулы на доске не что иное, как разработанная новая методика поиска физики за пределами стандартной модели. То есть, если в школе ребят учили вычислять или решать задачи по стандартной схеме, здесь учат открывать свою. В научной школе действительно взращивают из школьников и студентов настоящих ученых. Мне очень приятно участвовать в работе этой школы, потому что, ну, во-первых, я думаю, что то, что мы делаем, очень нужно. Потому что мы даем не альтернативное, но дополнительное образование по естественным наукам. Я думаю, что наглядно показываем детям, что наука – это что-то живое, что-то интересное, то, что может быть стать для них их будущим делом. Мы, может быть, сможем показать, в каком направлении им двигаться, что для них будет интересно. А для меня очень интересно, что я вижу здесь столько много умных молодых лиц, и я надеюсь, что то, что мы делаем, поможет им. Ну, поможет вот то, что эта школа региональная, она рассчитана на регионы Северного Кавказа, поможет выровнять по России возможности у школьников. Северокавказская научная школа в Ингушетии проходит впервые. В последний раз молодые люди собирались вместе в Москве в стенах МФТИ. Теперь же профессоры и ученые приехали сами. Заслуга нашего земляка, заведующего Международной лабораторией физики и элементарных частиц, доктора физико-математических наук Тагира Аушева. Эта школа организовывается научно-исследовательским университетом Высшей школы экономики. И в рамках этой школы профессора, ученые читают лекции, ведут семинары школьникам и студентам Северо-Кавказских республик. В этот раз принимают участие школьники и студенты из Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии. Всего более 60 участников. Значит, и вот в рамках этой школы профессора читают лекции по физике, математике, рассказывают о современных достижениях науки. И вот очень важно, ну, вот важность этой школы заключается в том, что если в школе и в университете школьники, студенты получают, ну, некие такие академические знания о дисциплинах, таких как физика, математика, там, другие науки, то в рамках вот таких школ они получают, с одной стороны, очень продвинутый уровень знаний, прямо с передовой науки, а с другой стороны, у них есть возможность получить очень широкий, обобщенный взгляд на ту область науки, которой мы занимаемся. Около 50 ребят из северокавказских регионов увлеченно слушают лекторов. Это нисколько не похоже на привычную для простого студента пару. Профессор с юмором на молодежном сленге ведет активную беседу с присутствующими. Те задают вопросы, а они порождают все новые и так до логического решения. Такие мероприятия, они бесконечно важны для школьников, которые будущие абитуриенты, или для младшекурсников, которые уже обучаются в вузах. Потому что на самом деле людей их возраста, там, 18 лет, 17-20, они на самом деле тяжело себе представить, как вырасти ученым. Вот этот путь, как стать ученым, на самом деле он для них как бы неизвестен. Да, и эта школа – это уникальная возможность понять, как вообще пройти можно путь, как стать ученым, что нужно делать, какие конкретные шаги нужно предпринимать. Это, конечно, первое. Второе, безусловно, то, что уровень этой школы, он очень высокий, потому что здесь есть вот, лекторы, которые приезжают, они ведущие ученые в своих областях. Это, конечно, уникальная возможность для студентов, школьников понять что-то новое в физике. Лектор очень хорошо рассказывает, и вот это как бы основное впечатление. Сначала я бы хотел поблагодарить именно организаторов и профессоров с МФТИ за то, что предоставили нам такую возможность именно получения колоссального опыта именно в образовании и в научной сфере. И поскольку эти преподаватели являются представителями такого великого большого университета, это является для нас хорошей возможностью для поступления в этот университет и получения дальнейших возможностей, то есть для реализации своих намерений в научной сфере. Северокавказская научная школа в лечебно-оздоровительном комплексе Арымхи будет длиться по 26 января. За это время студенты и учащиеся старших классов смогут поучаствовать в семинарах.
побывать на лекциях и научиться нестандартно мыслить. Среди них будущие инженеры и специалисты робототехники, машиностроители, ученые наноэлектроники. И, как говорится, делу время, потехе час. После каждой лекции объявляется перерыв на кофе-брейк. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.